только поговорить, но и принять соответствующие решения, пообещал глава по итогам знакомства с отчетом, где должно быть указано, кто, а главное как, реагировал на сигналы от жителей. И хоть праздничные дни прошли относительно спокойно, жалоб в колл-центр поступило немало. Коммунальные темы, как всегда, в топе негативных обращений. Мэрия Сыктывкара вместе с надзорными органами уже изучает качество работы управляющих компаний. В ряде муниципалитетов уборка снега была организована, по сути, в ручном режиме. Я сам неоднократно делал замечания. Лично проехал по южным территориям, по нашим трассам в сторону Усть-Кулома и Ухты. И я недоволен тем, что увидел. И подобные сообщения приходят со всей республики. В последний день новогодних каникул недалеко от Усинска из-за гололеда легковушка вылетела с дороги. На скользком покрытии водитель не справился с управлением. Автомобиль получил серьезные повреждения. А это уже участок Визинга-Кажем. Автор этого видео утверждает, ехал со скоростью 30 км в час, что, однако, не уберегло от заноса. Содержанию очистки дорог и придомовых территорий посвятили и первое в этом году внеочередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения в Уктыле. Дороги сужены, имеется колейность, подсыпка очень слабая. В рамках гололеда там было несколько подтаек и так далее. Поэтому я бы не хотел, чтобы нам присылали со всех сторон не только жалобы граждан, но и представления прокуратуры, надзирающего органа ГИБДД и так далее, и так далее. Город мы должны содержать в надлежащем состоянии. Город должен быть комфортный, удобный не только для граждан, но и для транспортных средств. И безопасный, самое главное. Оказалось, проблема не решается с начала декабря, в том числе из-за бездействия дорожников. В прошлом году компанию «Вуктылстройсервис» за ненадлежащее исполнение муниципального контракта наказали на 200 тысяч рублей. 2018 только наступило, предприятие снова оштрафовано, причем дважды. Среди причин частая поломка спецтехники и отсутствие квалифицированных кадров. Дороги на Уктыле стали отвратительные по сравнению с тем, что было раньше. Раньше выглаживали все, чистили. Техника была на ходу, а сейчас старье осталось, чем чистить. Один грейдер пройдет раз в месяц, экономят на всем. Поэтому яма на яме, колея на колее. В принципе, дорога чистится неплохо, но если вот такая погода, поздно трактора сюда приходят. И очень мало дороги чистят, только основные, где машины поставить, разъехаться, хотя бы места такие, куда можно поставить машины, тоже чистили. Жалуются и на недостаток парковочных мест и нечищенные придомовые территории. За прошедшие новогодние каникулы только на телефон доверия поступило 8 жалоб, не говоря уже о социальных сетях, где не высказался только ленивый. Таисия Жакова, Александра Головина, телеканал Юрган.